Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Душанбинский водный процесс – это платформа для политического диалога, партнерства и действий. В стране основательно готовятся к проведению третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая состоится в июне текущего года в городе Душанбе. О ходе подготовки к водной конференции мирового уровня расскажет Шахло Бердиева. Таджикистан – страна глобальных водных инициатив. В стране ведется подготовка к проведению третьей международной водной конференции высокого уровня, которая состоится в июне текущего года в городе Душанбе. Душанбинский водный процесс – это инициатива основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по поддержке реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая осуществляется путем проведения правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с ООН международных конференций. 20-21 июня 2018 года в Душанбе состоялась первая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028. Правительство Таджикистана в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами 6-9 июня 2022 года провела вторую международную конференцию высокого уровня на тему стимулирования действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Эксперты отмечают, что третья Душанбинская конференция высокого уровня придаст новый импульс в деле решения водных вопросов и проблем. По словам специалистов, проект программы предстоящей Душанбинской водной конференции разработан по итогам программы исторической конференции ООН, которая состоялась в марте 2023 года в Нью-Йорке. Согласно программе, в рамках предстоящей водной конференции планируется проведение пленарных заседаний, интерактивных диалогов, параллельных мероприятий, форумов, отдельных сессий по водным и климатическим вопросам. Также будут организованы международная выставка, культурные мероприятия и экскурсии. Правительство Таджикистана, стремясь и дальше обеспечивать платформу для политического диалога, партнерства и действий при поддержке ООН, организует и проводит международные конференции высокого уровня в течение всего водного десятилетия действий, создавая так называемый Душанбинский водный процесс. Шашмаком – это сокровищница и уникальное наследие традиционной таджикской музыки, поистине является вершиной мирового музыкального искусства. О целях, задачах и насыщенной программе международного фестиваля симпозиума «Перспективы развития традиционной музыки народов Ближнего Востока в условиях глобализации», который проходит в эти дни в Душанбе, расскажет Насиба Гулямова. Еще одно яркое событие украсит майский календарь культурной жизни столицы. У нас в Душанбе, в здании Национальной библиотеки, собрались за большим круглым столом музыковеды, ученые, делегаты 4-го международного симпозиума по шашмакому. Среди обширной повестки дня главный вопрос – стержень. Как не потерять самобытности в народной национальной музыке в условиях глобализации? Сохранят ли народы мира в эпоху всеобщей интеграции приобретенное веками нематериальное культурное наследие, или оно растворится в массовости? Будет ли интересно и актуально в эпоху необыкновенной информационной насыщенности накопленное предками музыкальное наследие? И не грозит ли национальной составляющей в этом кладезе искусства модификация вековых канонов? Да, вы правильно сказали, что главный вопрос и главная проблема, которую мы будем обсуждать сегодня, завтра, в круге огромного количества ученых, которые прибыли к нам из разных стран, где у них тоже бытуют макомы, мугамы, родственные жанры. И надо полагать, что у них такие же проблемы в связи с тем, что сегодня разные влияния, в том числе и глобализма, и каких-то еще других геополитических интересов, всегда влияет на культуру тех или иных регионов. Вопросы, вынесенные на обсуждение 4-го международного симпозиума в Душанбе, связаны с глобализацией. И каждый в той или иной степени затрагивает музыковедов, занимающихся традиционным искусством. Шашмаком – это истинная, необманная история
Ближнего и Среднего Востока. Шашмаком – это наше все. Шашмаком – это где-то 14-вековая духовная история. Эти макамы, это мугамы, эти и арабские мугамы, азербайджанские мугамы, иранские дастгахи, таджикские, узбекские шашмакомы, все они сосредоточены на духовную ценность человека. Сохранение чистоты истоков мугамата всегда находились в центре внимания азербайджанских музыкантов. При этом каждому талантливому исполнителю присуща индивидуальная трактовка мугамных столпов. Я Петя Ахундова, композитор и музыковед. Рядом со мной мои друзья, очень талантливые исполнители Азербайджана, наша гордость, Ханенде Садеф Будагова, Тарзан Исмаил Зульфигаров, в Нагаре Джафар Хасанов и Рауф Масимов, кеманчист. Мы видим таких прекрасных молодых людей, значит, в Азербайджане мугам он у вас называется, да, он популярен, да? Да, да, очень даже популярен, потому что у нас на уровне государства очень поддерживается мугам, наш президент, наша первая леди, они очень поддерживают мугам, и всегда в центре внимания наши вот талантливые ребята. Я выражаю свою благодарность за гостеприимство. Я сегодня представила Азербайджан с народной песней Сари Галин, с песней Азербайджан, потом Айбова Мамедов моим Азербайджаном, и она выражает благодарность своим друзьям, музыкантам, исполнителям и желает в будущем исполнить и шашмаком тоже. Təşəkkürümü bildirəm. İnşallah gələcəkdə Allah qoysa təbii ki biz də müraciət eləyərik. Май 2024-го запомнится ученым, макамистам, музыкантам этого жанра классической музыки Таджикистана надолго. Ведь этой весной День шашмакома на одной сцене отмечали с коллегами по цеху из Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана. Под сводами театра оперы и балета имени Садриддина Айни звучали мотивы макома, мугама, бахши. Разные эпические сказания, сказки и легенды нашли свое музыкальное отображение в казахских кюях. Очень красивый город, народ очень гостеприимный, нас очень хорошо встретили, все идет классно, мы в восторге. Единение музыки вылилось в единение сердец. Большой праздник макома в Душанбе стал еще одним международным проектом в культурном сегменте, проводимый правительством страны, политики, направленной на сохранение и приумножение богатого исторического наследия. Шашмаком – это наш мир, наша культура и наша сущность. Это вершина творчества в мире музыки. Данные слова принадлежат президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, лидеру нации, лично инициировавшему принятие государственных программ, нацеленных на популяризацию уникальнейшего музыкального жанра. Шашмаком не только на просторах страны, но и на международном уровне. В 2003 году шашмаком был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Данная инициатива главы таджикского государства открывает новые горизонты богатого наследия музыкальной сокровищницы Востока. Насиба Гулямова, Дильшольди Хушбахт. Новости Душанбе. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!